Играет на свету, ласкает взгляд изящные линии меховых узоров авенкийского кумалана. Красочно переливается всеми цветами радуги бисерная вышивка. Каждый штрих, каждый оттенок о чем-то говорит. Здесь и разнотравье привольной тайги, и богатство северной земли, и родовые приметы. Может, поэтому так завораживает нас работы народных мастеров и мастериц. Национально-культурная женская общественная организация Республики Саха-Якутия «Аборигенка» была образована в марте 1995 года в городе Якутске. В 2006 году организация получила республиканский статус. Основными направлениями деятельности аборигенки являются возрождение национальных традиций и культуры, передача опыта старшего поколения молодому, обучение их навыкам изготовления национальной одежды, пропаганда и продвижение ремесленных традиций работающих мастеров своего региона. И Якимовна Герес – хранительница культурного наследия эвенкийского народа. Родом из эвенкийского села Угаян Алданского района, она в совершенстве владеет техникой шитья национальной одежды. Под ее руководством организация постоянно участвует в республиканских, межрегиональных, всероссийских, международных выставках народно-прикладного искусства. На протяжении последних 14 лет аборигенка участвует в международной выставке «Сокровища Севера», и каждый год открываются новые имена и новые таланты. Здравствуйте, Якимовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Наташа, здравствуй. Ага, Здравствуйте, Антонина. Как вам выставка? Как Ну, вы себя чувствуете? ну, конечно, на выставке всегда у нас праздник. Я вот со своей организацией уже 8-й год приезжаю сюда, нынче юбилейная. И, мы, приезжая сюда, берем большой опыт от других, например, регионов, эвенков наших. И вот можно заметить, что с каждым годом у нас костюм краше и краше. Видимо, вот возрождается, и мы друг друга смотрим и учимся друг у друга. Это очень полезная выставка. Надо ее продолжать так каждый год для нас. Одна единственная для малочисленных народов. У нас очень много эвенки, очень такой народ, женщины всегда умели красиво шить. Вот, например, из Алданского улуса Марпусалова Валентина Степановна вот такой красивый коврик шила из отходов оленьих вот, камусов. И шьют очень хорошо. Вот Залег Мытрынкина Капиталина Егоровна, она 70 лет их вот такие красоту шьет, вот для утварь для оленей. Люди интересуются, да, вот производством? Да, очень интересуются, жюри нас вот всегда хвалит, что у нас такие мастерицы хорошие. Вот за 8 лет мы очень много работ мастериц привозила я сюда, и всегда мы возвращаемся с дипломами первой степени, с медалями. Основным финансовым источником работы является реализация социально ориентированных проектов. Успешно было реализовано 3 больших проекта, победивших в конкурсах Фонда президентских грантов Российской Федерации. План нашей работы всегда организовывается мастер-классы, семинары. Мы почти ежегодно выигрываем гранты. 3 раза выигрывали грант президента Российской Федерации. Там очень хорошо вот это можно большая финансовая поддержка оказывается. И можем нанять хороших мастериц, чтобы они все объяснили, обучили наших женщин. Республиканских очень много мы выигрывали грантов. Всегда организовываем курсы обучения женщин вот традиционным навыкам шитья, выделки меховых изделий. И не секрет, что материал очень дорогой, его достать даже трудно очень. Как вы из этой ситуации выходите? Где закупаете сырье? У нас здесь сложно, очень оленей стало мало, ровдугу делают очень, немногие. И достать такое сырье очень сложно. А местные вот наши мастерицы, они вот собирают каждый раз вот эти остатки, унты шьют, и остатки, например, мехового сырья, они всегда копят и потом вот шьют такие шедевры. Например, из отходов только
Например, лапки оленя делают на унты, потом остатками вот шьют вот такие кумаланы. Городские в основном мы шьем бисером. Это это так, честно сказать. Потому что сырья тут у нас мало. Ну, тоже стараемся как-нибудь это, сахабулки там, например, дают эти, иногда, ну, продают немножко. А так, такое, чтобы сырье большое брать, делать мы не можем. А годами копится вот это все. Что вы планируете в ближайшее время? Ну, у нас в ближайшее время в плане это организация курсов по обучению. У нас в данное время идет это проведение грантов президента России. Из-за пандемии тоже мы не смогли за плановый период это и продолжение. Нынче до лета мы продолжаем эту работу. Будут это, как откроется вот это карантин, мы должны организовать вот эти курсы. И все такие мероприятия пройдут вот в апреле, вот в эти ближайшие месяцы. И готовимся к цеху Аланхо, тоже мастерицы там шьют. Выставка «Женский лик Арктики» в Музее музыки и фольклора вызвала живой интерес у посетителей. Были представлены национальные изделия из бисера, эвенкийские фоноинструменты, национальные костюмы, изделия из бересты, маручину, инмеруки, корзины, кумаланы, коврики и многое другое. Галина Степановна Киригяева – автор и дизайнер интересных и красивых украшений, которые пользуются особым спросом. Музыкальные фоновые и шумовые инструменты, фантазийные колье и обрики были представлены на выставке. Эти копыта большие. Раньше внизу этого для соли мешок туда пришивали и звали оленей. Мык, 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 мык. Олени уже далеко слышат. Или вот крик, зов, да? У моего старшего брата голос такой был. И олени бегут, там даже видно было с гор или там. Ага. Они вот бегут, чтобы типа на соль, да? Вот, а потом вот я стала делать вот эти шумовые музыкальные инструменты из этих копыт. Ансамбль, песенные ансамбли и танцевальный ансамбль, и все пользуются этим инструментом. Заказывают, ага, заказывают. Много давно уже. Я же первая начала, а потом стали вот анабавские, потом стали делать. Как-то вот после... Мы же варим это холодец из копыт оленя. И потом там очень много костей, а вдруг выходит. И я взяла и подумала, стала делать вот эти. Ну, из других вот этих костей, которые там много костей, получается, выходит из холодца, после холодца. 7-8 даже здесь. Там мелкие есть косточки. И все эти косточки я стала варить, чистить и делать сувениры. Всякие украшения женские и мужские. Степановна, я также знаю, что вы носитель фольклора. То есть вы поете на венкийском языке старинные песни, старинные запевы воспроизводите. Вы один из немногих, наверное, в республике носителей, которые так хорошо исполняют и поют такие песни. Откуда они у вас? Ну, например, вот это наша родовая песня «Аяная». Это я еще маленькая была, мама пела. А потом, когда сейчас образовалась наша, и вспомнила эту песню. Еще в 1959 году, это уже другой случай, в 1959 году Анна Николаевна, Жарницкая Мария, и еще там у них был оператор, баянист Коля, я вот не помню, они приезжали в наш поселок Чульбу, не Ганам, а второй поселок, Чульбу. Они там снимали вот эту песню «Аян-Аян». Анна Николаевна снимала. А раньше как магнитофон, ну, ленточный. Она снимала, еще мама говорит, ой, как я вот возьму, да, запою, сказала. А потом Анна Николаевна говорит, мне, говорит, налила рюмку, после этого запел. А вот этот магнитофон сломался, эта песня не сохранилась.
Вот. И поэтому я, когда сейчас образовалась эту песню, но я же помню, какой мотив. Ну, мама-то пела таким тихим, таким тонким или как мелодичным голосом. И эту песню я типа восстановила, воспроизвела. И я очень рада этому, что эта наша песня теперь живет. Вот. И вот эту песню она всегда шьет или что-нибудь там делает, сидит, поет. Ага. Аргия потихоньку поет. Эту песню у меня, видимо, осталась в памяти, в ушах. И вот эту песню я начала петь. Песня о жизни, о бытии наших венков. Belirge konna venkel ara karbodir geçenel garal dole nol geçenel ayamamat bejeng keten ayanayen ayanayen jogaraken hakudaken amudeldo berayaldo adil barto la janel Allah karbo jawan keten ayyan 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 ayyan. Струящаяся теплая ровдуга, идеально подобранные цвета, безупречный крой, и не только этим отличается работа народного мастера Антонины Степановны Христофоровой. Большая кропотливая работа, поиск информации, работа в архивах и в музее – все это предшествует созданию настоящего эталонного эвенкийского костюма, соответствующего всем канонам. Костюм этот шился ни одного стежка машинного. Это все от руки делается. Все швы, все швы от руки. И даже вот бисер, чтобы, например, когда комиссия смотрит, да, чтобы они смотрели, вот здесь вот открыто я оставила одно место. И вот хочу про особенность эвенкийского декора бисером, да. У нас, в отличие от, например, других эвенов и кагиров, 3 или 2 вот сплошных ряда. И между ними обязательно вот такие вот более свободные места, где шьется вот по 3 или 2 бисеринки. Это вот особенность наша идентификации эвенкийского костюма. Вот, а цвета у нас, в отличие от других, да, коренных малочисленных, эвенки разбросаны по всей Сибири. Вот, например, вот Томская область, да, там тоже эвенки, и еще какие эвенки. От них осталось очень много материала. Кино даже снимали художественные в настоящих костюмах. Это было вот где-то в 30-е годы в Томской области. И вот, начиная вот оттуда, запада, и до Камчатки, расселенные венки, они еще и в Китае, и в Монголии, да, локально живут. Поэтому у нас разные географические зоны, разный образ жизни, можно сказать. И поэтому у каждого, ну, каждой группы, можно сказать, своя гамма цветов. Тот ландшафт, то место, где они живут, они отражают в своих изделиях. Да? Я отношусь к более северным эвенкам, к западно, да, можно сказать, потому что моя мама родилась в Иркутской, на севере Иркутской области, в Вербогачане, и поэтому я выбрала вот такой вот цвет.
Я видела ее в картинке реконструкции ивенкийского костюма. Голубой цвет неба, белый цвет снега, зелень тайги, зеленый. А вот универсальный, обязательный во всех ивенкийских костюмах черно-белая полоса. Она означает вот две категории. Это вот некоторые говорят, сколько у вас там имущества, оленей, вот они вот все, вот сколько. И как бы благопожелание, чтобы вас окружало такое богатство. А некоторые говорят, это символ времени, день-ночь. Ну и то, по-моему, отвечает, да, моим представлениям. И вот по две бисеринки вот тоже, они тоже. Во-первых, они вот экономят бисер, а во-вторых, бисер очень такой тяжелый, это же стекло. И поэтому вот в костюмах ивенки издавна так декорируют, перемежая сплошные ряды с этими вот двойными, тройными рядами бисерин, отдельно друг от друга. Можно про Нелла рассказать? А Нел я вот по той же реконструкции сделала. Вот лапа Гагара, она очень стилизованная. Вот так сразу не узнаешь, что. А вот на том рисунке было вот так вот. И поэтому я ничего не изменяя сделала вот так. Вот это вот 3 лапы Гагары. А вот эти вот крестики там тоже были нарисованы, но я сделала их 3. Здесь 7 у них было. Раньше вот, когда только ввели ясак, да, ивенки вот крестились, и за то, что они крестились, им была поблажка по ясаку. И поэтому они вот эти крестики приспосабливали к оформлению костюма. А вот это вот крестик, я не знаю, откуда она произошла. Она от моего мужа, который из Красноярского края. Ну, тоже, они считаются долганами, пишутся долганами, но они на самом деле ивенки. Вот от них вот серебряный старинный крест как бы. Ну, я так же, как и те ивенки, приспособила вот этот крест к своему костюму. Вот этот рисунок, да? Вершина дерева называется. Вот это вот элемент. А вот капор традиционный из 3 частей, который обычно в теплое время одевается. А сзади вот солнышко долача и вот бубенчики. Бубенчики, колокольчики считаются вот оберегом, да, с задней стороны. Каждая бисеринка, вот, например, вот самая применяемая ивенками, любимая почти всех этих ивенков, да, аюкта называется. Крестик как бы, он универсален у всех народов, по-моему. Вот, а сзади можно сказать тоже вот старинные элементы обязательные вот. А вот этот клин тоже он зрительно как бы расширяет подол, заднюю часть. Она тоже вот обязательный элемент ивенкийского костюма.
Стройными рядами выстроились разукрашенные яркие муручины и инмаруки матага. В старину практически у каждой хозяйки были такие наборы, чтобы хранить в них памятные вещи, инструменты, иголки для шитья и многое другое. Эти вещи на выставке можно посмотреть и потрогать руками, сфотографировать на память. А Кумалан, сокровище Севера, завоевал в Москве гран-при конкурса выставки. Ну да, я занимаюсь шитьем национальным, где я хочу подчеркнуть мои сестры Ильиновы, моя мама самая младшая, вот они не прерывающиеся нет сестер Ильиновых, они вот этого и пошло, видимо, по крови есть у нас такой, и мы начали шить, стало показать вот именно такой материал, чтобы детям передать наши секреты, мастерства нашего народа, и вот и Маручини, Батанга, Маручини, вот это она, и вот от покону, сейчас в данное время эта династия продолжается, сестры Ильиновых. Чтобы это не потерялось в данное время, нам надо передать именно, еще хочу повторить, передать наши секреты, мастерства старшего поколения, нашим молодым, которые начинают, опытом надо передать больше. А в этом, когда Ивана Николаевича до пенсии я работала, и после пенсии тоже работала. В данное время я нахожусь на заслуженном отдыхе, но тем не менее я не останавливаюсь, но нахожусь в группе старших Хагле Москва. И это не хочу терять вот такие эти мероприятия, традиции наши. И хочется высказаться вот такое предание. Наши предки жили, каждый человек из рода, откуда свою историю, откуда родом. Вот это надо, чтобы должны знать дети. Молодые. И это хочется еще сказать фольклор. Фольклор – это, конечно, устное народное творчество. Раньше по материнской линии тоже есть. Это устное около испокон веков наши предки жили в тайге, они кочевали. И сидя после работы, сидя около костра, они создавали уникальные народные творчества, которые жанры сказки, там, загадки. Вот они и в кругу сидя, они делали свои, говорили, передавали. Это не то, что оставшиеся, у них это не было, но они красотой леса и зверей, они создавали уникальные народные творчества. Да? Девейде, Давлавур, по жанрам идет. Лиана Алексеевна Яковлева всю жизнь проработала педагогом, прекрасно владеет родным языком и охотно делится своими умениями и навыками со всеми желающими. Это всего лишь небольшая часть работы и творческих находок общественной женской организации «Аборигенка». Активные, красивые женщины-мастерицы со всех районов, где живут эвенки, плодотворно и активно работают, проводят мастер-классы, выставки, передают свои умения и навыки молодым, выступают на сцене, создают ансамбли и живут увлеченные своим делом.